Всем ассаламу алейкум, всем привет! Добро пожаловать в наш канал Мама Некруза и Амины. Сегодня решила приготовить на обед и сразу на ужин на 2 раза дамляму, такую, которую не буду жарить, а все ингредиенты буду готовить на пару в казане под крышкой на маленьком огне с небольшим количеством растительного масла. То есть у меня на канале был рецепт дамляма, который чуть-чуть жарится в меру, все продукты перемешиваются, затем собираются слоями и тушится под крышкой. А в этот раз я хочу по другому способу. Все именно не перемешав, собрать слоями, добавить чуть-чуть небольшое количество водички и готовить до готовности под крышкой на маленьком огне. Для этого нам потребуется мясо, столько количества, сколько вам надо, вы берете на свое усмотрение, сколько у вас есть. Вы можете взять курицу, баранину, у меня говядина. Еще морковка, у меня 1 штучка тут. Картошечки 5-6 штучек здесь, 1 средняя луковица и чуть-чуть у меня там в холодильничке был вот такой часть пекинской капусты, тоже решила добавить. Из специй мы можем добавить любую приправу, которую вы любите. У меня приправа для мяса, тут черный перец и зира и соль. Тут я в казан наливала небольшое количество растительного масла, у меня подсолнечное. И теперь буду добавить наше мясо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Все мясо вот так будем аккуратненько добавить в казан. Чуть-чуть будем солить по вкусу. И точно так же будем сверх мяса другие ингредиенты именно слоями будем собирать. Я беру соль, солю мясо. Теперь дальше буду собирать морковка, первый слой, лук. Таким вот образом все будем собирать. Это очень самое легкое, полезное блюдо, которое готовится в течение пару часов, но не занимает много времени для готовки, потому что все почистили, порезали. Все будете собрать слоями и все, дальше можете делать свои дела. Вот так все будем собрать. И, конечно же, не забываем опять солить по вкусу. И наша капуста сверху. Вы можете там добавить другие овощи, которые любите. К примеру, кабачки, там баклажаны. Что любите, того можете добавить. У нас в основном дети любят картошку, мясо. Морковку тоже не особо, но я все равно чуть-чуть добавляю. И, конечно же, я забыла про чеснок. Вот 4-5 зубчиков тоже почистила. Сейчас мелко буду резать и тоже добавлю. Вначале забыла вам сказать. Дорогие друзья, уважаемые зрители нашего канала, вот я все собрала, как я вам сказала, и чеснок нарезала маленькими кубиками, тоже добавила. Сверху посыпала вот так приправой, черным перцем, зирой по вкусу. И здесь у меня вот 1 чашка вода холодная. Туда добавила 1 ложку с горкой столовую
томатной пасты. Все перемешала. И сейчас буду добавить сверх нашей дамлямы. Делаю так, чтобы томатная паста распределилась по всему казану. Если бы были свежие помидоры, я бы добавила. Мой брат так готовит. Когда дамляму готовит, он добавляет достаточное количество свежих помидоров. И у него все очень сочно и вкусно получается. У меня как у него не получается. У него рука такая вкусная. У нас в народе говорят, когда человек вкусно готовит, у него рука вкусная. Поэтому по его рецепту тоже я делаю, когда помидоры есть. Водичку не добавляю. Готовиться будет на своем собственном соку. А сейчас, так как у меня помидоров нету, помидоры дорогие и они невкусные сейчас, зимние, поэтому я не покупаю, добавляю томатную пасту и таким способом готовлю. А сейчас буду закрывать крышкой и через примерно 2 часа будет готово. Сейчас один раз большой огонь сделаю, пока вскипит казан. Потом на маленькую поставлю, чтобы тушить, варить под крышкой, да. Всем приятного просмотра. Обязательно приготовьте по моему рецепту. Думаю, вам понравится. И всем желаю здоровья, мира и добра, мои хорошие. Так, дверку подержи, не крузикса. Открой. Сюда пришли сейчас оплатить квитанции. А сейчас дальше пойдем постричь некрузика. Я сама дверь открою, Амина. Привет, как дела? Вот мы пришли, да, в Петроэлектросбит, оплатили квитанции. Теперь пойдем Стричь. да, стричься, да? Ну вот наша санка, да? Пойдемте. Пойдемте. Аккуратненько, не крузик, тут скользко. Давай, спустись, пожалуйста, вперед. Аккуратно только. Амина, ты спать собираешься? Дорогие друзья, мы с детьми пришли сюда, вот парикмахерская. Вот детскую они делают 250 рублей. Вот тут вот примеры. Ну, вот там вот я вас, ну, вот таким образом я хочу стричь сына. Он всегда с папой либо с дедушкой ходили, ему всегда сделали. И один раз даже паутинку ему сделали, так недорого. Сейчас, надеюсь, все хорошо получится. Вот он там сидит. Дорогие друзья, пока мы тут с Амишкой ждем некрузика, Аминечка уже уснула, хочет спать. Не хотела я с Санкой выходить, но детки просили, поэтому ей теперь будет неудобно спать, но ничего страшного. Сейчас быстренько будем стричь некрузика. Затем нужно пойти сразу в магазин, купить пару продуктов, которые необходимы. Потом пойдем домой. Что ж, дорогие друзья, вернулись мы с прогулки, все дела сделали, и квитанции оплатили, и сыночка постригли, и немножко мини-покупочек совершали, да, Дикси? Да. Только, правда, Амишка только покаталась. Она поспала и не дала братику покататься в санке. Но ничего страшного, в следующий раз покатаю тебя, хорошо?
Вот он вот красивым стал, наконец-то. Вот. Понравилось тебе? Да. Ладно. Ну что, Амина, привет. Ты же заснула. Ты всю прогулку уснула. Гулять, гулять, говоришь. Ну, уснула ты. А вот и наша мини-покупка, дорогие друзья. Все, что было необходимо, я взяла. В списке у меня было так, творог, молоко, яйцо и курица была. Но, как всегда, заходим заодно и покупаем и другое. Увидела вот таких вот сырков творожных. Там 4 штучки, 3 кота. Сроки до конца января по 99 рублей. Скидка была. Смотрела на другие сырки, сравнивала. Там другие были дорогие. А эти 4 штук сразу выгодно. Такие мини первый раз берем. Иногда в ленте тоже я покупала по акции, когда увидела. И детям они нравятся. Так, тут взяла вот такой вот сельдь, увидела. Как раз я салатик собираюсь сделать. Отварила там свеклу, морковку, картошку, яйцо. И буду отдельное видео выкладывать салатиком. Еще увидела чудо-творожки, тоже были по акции. 2 взяла с черникой, 2 взяла с клубничной земляникой. Еще такое есть черешня, вишня, тоже очень-очень вкусно. Детям очень понравилось. Вот сверху вот такой вот творожок. Это не йогурт, это именно творожок. Она как вот на вкус напоминает мороженое. А там вот именно вот ягодки идут как протертые, как натуральные. Ну, в общем, им понравилось. Взяла молоко пискаревское, питерское. Срок у него, правда, короткий, 5 дней всего. Но была сегодняшняя дата, свеженькая я взяла. Еще творог вот такой вот встречала, 700-граммовый. Этот был выгоднее, чем маленький, поэтому сразу взяла большой. Хочу детям, не знаю, печенье или что-нибудь испечь. Еще со сметаной они у меня хорошо съедают, охотно кушают, поэтому творог это источник кальция. Еще вот таких вот яйцо я встречала из Вологды. Тут вот сорт второй, они поэтому, наверное, дешевые. По размеру смотрю, они по размеру не такие уж маленькие, вот большие достаточно. Но сорт второй, не знаю, какие они на вкус, но на пробу взяла 2 упаковки по 39 рублей. В тот раз взяла другую фирму за 64, там была по акции. Там очень был желток таким ярким-ярким. Подобных яиц другой фирмы в красно-белом тоже продавали до этого по 39. Но там, не знаю, на сорт я не обращала внимания. Только вот сейчас вот обратила внимание. Взяла. Думаю, ничего плохого с ним нет. Думаю, ничего плохого в них нет. Нормальные, просто такие, наверное, бюджетные. Если не понравится, то на выпечку пойдут. Еще одну курочку взяла детям, не знаю, хочу приготовить. Либо котлетки, либо супчики, либо салатик. Ну, в общем, что-нибудь вкусненького из курочки тоже на следующих влогах будем приготовить. А то одну говядину, это белое мясо, белки. Поэтому тоже надо иногда употребить. Я обязательно через морозилку один раз пропускаю. Буду заморозить, а потом размораживаю. Потому что у моих деток до этого была аллергия. А если я так делаю, то ничего с ним, дай бог, не случится. Раньше у Некрузика всегда была аллергия на много чего, когда он был маленьким. Но думаю, теперь он перерос, но все равно я один раз замораживаю, потом размораживаю, когда надо. Вот такие вот покупочки были маленькие. Дорогие друзья, вот и наше тоже блюдо, приготовленное на пару под крышкой, тоже приготовился. Дамля-ма такая, правильно приготовленная. Сейчас буду поднимать в тарелку. Надеюсь,
Я думаю, в одну большую подниму и все втроем будем кушать. Потому что так вкуснее, когда вся семья сядет за столом и кушает с одной тарелки, так веселее. И детки тоже, я заметила, что охотно таким образом съедают. Дорогие друзья, вот и наша дамляма приготовилась. Приготовила я дамляму в течение 3 часов, даже не 2 часов. Поэтому сейчас я вам покажу, как отделяется очень плавно наше мясо. Вот смотрите, мясо вот полностью приготовленное, очень мягкое, быстро-быстро отделяется прям рукой. Поэтому обязательно приготовьте по такому рецепту. И я уверена, вам понравится. Нам приятного аппетита. И всем, кто кушает, приятного аппетита. Сейчас не забыть сверху посыпать зеленью еще. Дорогие друзья, вот я и посыпала зеленью. Сейчас мы будем пробовать. Обязательно приготовьте. Хранит вас Всевышний. До следующих видео, мои хорошие. Всем привет. У нас тут еда, да, такая вкусная. Дамляма. Мы сейчас будем кушать. Кто хочет попробовать? А кто еще хочет? А Мишка не хочет? Будешь кушать? Хорошо. Приятного нам аппетита. И всем, кто кушает, приятного аппетита. На ложку. Ну-ка. Я старшая, я попробую сначала. Бисмилля. Вкусно. Ну-ка попробуйте. Вкусно. Вкусно. Всем пока. Пока. Всем пока-пока. Всем пока. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо.